Село Суляевка возникло в конце 17 века. Приехали в Суляевку первые переселенцы из разных регионов, но в конце концов корень у нас уходит к темниковским татарам. То есть мы все считаемся темниковскими татарами. Это вот нынешняя республика Мордовия. Вот с маленького возраста меня интересовал вопрос, всегда, между прочим, вот, когда возникло мое село, кто мои предки, кто мои бабушки, дедушки, откуда они приехали. И вот это вот с такими мыслями я рос, вырос, уехал учиться со своего родного села. Учился я в Башкирии, потом в Египте. Отца все время мучил этими же вопросами. И, значит, вот у меня в голове была такая мысль написать книгу, историю родного села. Потому что мы, татары, уже Всевышним Аллахом заложено, что любовь к своей вере, к своей родине, к своей деревне, это внутри нам передавали из поколения в поколение наши предки. Сколько жил, не знал про Суляевку ничего. А вот после этой книги, конечно, гордость о том, что суляевские татары, суляевские мусульмане во время Петра I их забрали на 20-25 лет службу и охраняли Петр I. Видите, какие? Значит, царь даже доверял нам, нашим предкам, что они честные служили своей Представляете, 300 с лишним лет на этих землях жили наши предки. Вот как смогли сохранить, во-первых, язык, да, свою культуру, свои традиции, свои обычаи. Где бы человек ни жил, каждый из нас имеет свою малую родину. И надо воспитывать уже с семьи своих детей, своих внуков в духе. Да, я татарин, я выходец из такого-то села. Мы создали 2006 года закятной комиссии Саратова и ведем по пятницам, каждую пятницу после обеда, после Юма-намаза мы собираемся в собрание. Там у нас целая компания, у нас там 50-60 молодых ребят собирается, все бизнесмены, шофера, все, которые выходцы из этого, они за родное село гордые к себе думают о том, что надо помочь. Вот так помогаем. Собираем деньги и раздаем бедным, неимущим, путникам. Вот. Мы содержим мечетские там медресе, немножко всех потихонечку обеспечиваем, больных. И это, вот таким этим занимаемся. Ну, каждый человек с себя должен начинать, со своей семьи. Вот. История фамилии, например, да? Родословная. Вот лично я знаю своих предков там, 10-го поколения. То есть дедушка там, в 10-м поколении, я знаю, как его зовут. Вот, для сегодняшней молодежи это же, даже своих родных мать и отца уже называют предками. Для меня это слово даже дикое, свою родную мать назвать предком. В данное время у нас на территории села Суляевка проживает 904 человека. У нас имеется дом культуры, почта, фельдшерский пункт, Суляевская средняя школа, 2 мечети. Ну и жители, живем мы дружно, весело, понимая друг друга. Есть фермерские хозяйства, предприниматели. 12 фермерских хозяйств занимаются животноводством, молочного и мясного производства.
Наши предки всегда придерживались религии ислам, и по данным 1900-е годы в селе существовало 5 мечетей, и также при них было обучение детей, обучение религиозности населения. Уже когда наступили советские годы, разрушили мечети, закрыли мечети, и некоторые мечети были снесены. Взамен снесенной мечети в 2010 году в августе 7 селом уже открыли новую мечеть при поддержке населения. То есть вот это все было организовано. Багдалова Линара, Сілеу ауылы. Сілернің искенчілері, yüreğimni жилкете, тұрмышның қадырын біліңіз. Gömürler bitti süte. Сілеу ауылы бигіре матур. Кырлары, урманнары, анан да матур үсәлер, уллары һәм кызлары. Сілеу буйларына кайткаш, йөрәккәем сілкене, сукланып карап турамын авылымның күркенә. Сілеу таулары һәм аланлары, чәчәкләргә Вкратце расскажу про свое село. Село, как вы знаете, основано в 1704 году. Название села Карлыган, перевода на русский язык смородина. У нас много смородин было, вот, когда вот по оврагам смородина у нас росла. Поэтому и смородина, это на татарском языке уже Карлыган. У нас село 174, по-моему, да, 174 дворов у нас в селе. Население у нас 540 человек населения. В селе в основном занимается скотоводством и земледелием. Ну, у нас тогда татарский язык, у нас в школе обучается на татарском языке, у нас все учится. Да. У нас 52 ученика, в основном, я считаю, это уже хороший результат. Вот у нас 5 учеников выпускается, 5 на первый класс приходит. Вот. Ну, народ у нас работящий, хороший. Я не могу сказать плохой. Всегда помогут, если что, в других селах, там, если что, где трудности, мы собираемся, мирим деньги. Вот, кто там после пора или после чего-нибудь там на похороне куда-нибудь надо. У нас народ постоянно откликается, хороший народ у нас. И несколько слов я хочу сказать о селе Карлыган. И, пожалуй, начну со стихотворения замечательного лопатинского поэта, нашего земляка Александра Носова про Карлыган. Карлыган по-русски значит «ягода смородина». И вот так, а не иначе, пахнет моя родина. Ковылем и спелым хлебом, утреннюю зорькою, голубым бездонным небом и полынью горькою, черноглазою девчонкой, ее дивным именем, квасом спелым из бочонка и морозным иньем, поземкой и ураганом, тропкой жизнью пройденной. Славно пахнет Карлыганом, моей милой родиной. В нашей школе основной русский язык, и 2 часа в неделю мы преподаем, у нас есть учитель татарского языка, преподаем родной язык и родная литература по часу.
Учительница ведет с 5 по 9, но еще и в начальных классах мы обучаем татарскому, родному татарскому языку детей. В 11 классе у нас выпускается в этом году 5 учащихся. 4 из них обучались на 4 и 5. В этом году только так ежегодно, в 2016, в 2017, 2018 мы выпускали золотых медалистов. У нас в школе были медалисты. Они все обучаются в институтах. В этом году мы ждем одну нашу медалистку, которая будет работать в нашей школе, молодой специалист, учитель биологии и химии, наша ученица. Радует, с каждым годом у нас людей все больше, больше, и люди в лучшую сторону, в положительную сторону меняются. Веры становится в сердце больше, как бы, и люди начинают отличать уже добро со злом и с третьим глазом, как бы, сердечным. У нас же есть глаз, есть обычный глаз, есть еще сердечный глаз. Когда видит, распознает, уже это уже как бы начинает разделять. Это нельзя, это можно.